В последние годы в Галском районе, как и во всей Абхазии в целом, значительно увеличилась популяция ряда хищников. В связи с этим участились случаи нападения волков и шакалов на сельскохозяйственных животных, в том числе на крупный рогатый скот. Сельчане жалуются, что из-за нападения волков их хозяйство несет серьезные убытки. Диким животным совершенно не мешает ограждение. Отпугнуть хищников могут собаки, но и они не всегда справляются с этой задачей. И дикие звери продолжают терзать домашний скот. Как наступает ночь, шакалы начинают выть. Они нам очень мешают, нападают на наших курей. У нас тут не охотятся. Было бы хорошо, если бы пришли охотники и отстреляли хищников. Мы будем им очень благодарны. Очень мешают, терзают кур и домашний скот. Загрызли 2 наших коров. Волков здесь мало, но много шакалов. Они собираются группой и с легкостью могут завалить корову и съесть. Только что сейчас 4 штуки убрали. Когда это было? Позавчера. То есть это кто напал? Волк. От атак хищников убытки в хозяйстве несут жители многих сел района. Практически каждую неделю волки загрызают коров, овец, коз и свиней. Шакалы и лисы в основном нападают на домашнюю птицу. При этом охотников, которые могут помешать нападению, не так много. Жители боятся, что жертвами в скором времени могут стать они сами, так как звери начали вплотную подходить к деревенским домам. У нас очень много шакалов, не осталось курей. Мы в таком положении, что боимся отпускать скот. Бывали случаи, что шакалы даже к крыльцу подходили. Коровы, бику маленькие, которые едят. Это шакал или волк? Нет, волки тоже есть, но шакали большинство. А часто происходит такое? Да, почти каждую неделю 2-3 раза. Вы как-нибудь боретесь с этим? Может, охотники у вас есть в селе? Охоты здесь, оружия никого нету. По словам председателя общества охотников и рыболовов Вахтанга Кация, первый фактор увеличения популяции хищников связан с тем, что в селах редеет население, становится много бесхозных домов, бывшие сельхозугодья зарастают лесом. Второй фактор – это то, что последний отстрел хищников проводился несколько лет назад, и за это время численность диких животных значительно повысилась. Когда меньше населения, тогда зверь чувствует, что меньше людей и так далее, и он более приближается уже к городу, идет, еды, пропитания все меньше и меньше в лесу, вот, и норовит как бы ближе к городу, к мусорникам и так далее. Волк так не придет в город, как шакал. Шакала и больше, чем волка. Волк – это вообще санитар леса, совсем его популяцию уничтожать тоже мы не имеем права, так как он какую-то свою лепту вносит. Между человеком и зверем должна быть дистанция. Когда зверь нарушает дистанцию, то он либо больной, либо он очень сильно голодный. На днях Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год. Государственной ветеринарной службе Абхазии поручено принять меры, организовать отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников. За отстрел одного волка установлено вознаграждение в размере 5556 рублей, за шакала 2779 рублей. При этом охотникам не разрешат заходить вглубь леса и отстреливать животных там. С 1 марта до 1 июня будет отстрел. Прием будет осуществляться в Ачамчире, в Сухум и Гудаута. Нужна будет не туша, нужна будет просто голова. А вот вы сами будете принимать участие в отстреле хищников? Конечно, обязательно. Да? Да. Охотой занимаюсь уже где-то лет 20-25. Очень часто попадаются шакалы. Было время, когда просто деньги не платили, мы на добровольной основе с соседом выходили. В основном это где старые свалки, и занимались отстрелом. Если так навскидку, может до 30-40 шакалов мы уничтожали. Они наносят очень большой вред. Во-первых, они разносят всяческую заразу. Это влияет на содержание и наших породистых собак, потому что зараза это переходит через подушечки собак. То есть наша собака наступила на след шакала, и все, у охотника начались проблемы. Поэтому отстреливать их очень даже надо. А вот сейчас вы будете принимать участие в отстреле? Обязательно, конечно. Даже если бы за них не платили деньги, просто была бы такая акция. Вот у нас Охотсоюз в Гальском районе работает, наш представитель Охотсоюза, главный, это Ваху Кация. Когда приходил запрос на администрацию, то есть от глав сел, мы
организовывали облавы. То есть собирались охотники, 5-6 машин, мы выезжали. Не всегда удачно, но тем не менее. Отследить и поймать хищников – сложная задача даже для опытных охотников. Да и не каждый охотник рискнет выйти на опасного животного. Тем не менее, есть и те, кто не прочь пойти на отстрел волков и шакалов. Главврач Галской центральной районной больницы Астамур Гамги – заядлый охотник. И он собирается принять самое активное участие в отстреле животных. К тому же он собирает в свою команду всех, у кого есть желание поохотиться на диких зверей. Сейчас я формирую группу, и все желающие могут присоединиться. И думаю, что со следующей недели уже мы выберем места, подготовим все эти охотничьи моменты, касаемые для приманки шакалов и волков. Засидки хотим сделать. И уже начнем отстрел. Так что если у кого-то есть желание, может напрямую ко мне обратиться, и единой группой мы пойдем на охоту все дружно. Хотелось бы обратиться к тем людям, у кого есть гончие собаки, потому что данный вид собак как раз предназначен для того, чтобы выгонять из леса и шакалов, и волков. Вот. И если есть таковые, то присоединяйтесь, мы будем рады вас видеть в своем коллективе. Хищники не только нападают на людей и домашнюю живность, но и являются разносчиками опасных болезней, среди которых бешенство. От животных эти заболевания могут передаваться и людям. Поэтому необходимо как можно скорее исправить сложившуюся ситуацию. Отстрел хищников на сегодня единственная эффективная мера, чтобы обезопасить людей и домашний скот от диких зверей. Илона Микава, Ника Гачава, Бату Библая, Гал Медиа.